Встреча председателя Всемирного Абхазо-Базинского конгресса Мусы Экзекова со студентами прошла в теплой и дружественной атмосфере. Приветствуя гостей, ректор АГУ Олег Угварами рассказал об истории становления национального вуза и о заслугах его сотрудников. В современном мире позиция государства определяется не только размером территорий, численностью населения, но и его интеллектуальным развитием. В этом смысле Абхазский государственный университет обладает хорошим потенциалом, так как здесь обучаются талантливые студенты. Более 130 человек после окончания войны защитили докторские и кандидатские диссертации. Это для любого успешного университета по размерам такого же, как наш, хороший показатель, а не только для такого многострадального университета. Нам помогли выжить МГУ, Северокавказский университет, МГИМО и другие. Главный гость встречи Муса Экзеков, обращаясь к студентам, отметил, что основная работа Конгресса – это сохранение и развитие языка и историко-культурного наследия абхазо-базинского этноса. И главная составляющая успеха в этой деятельности – профессиональный состав и грамотная программа. И в этом направлении уже удалось создать фундамент по объединению диаспор во всем мире. Младшие мои братья и сестры, я счастлив быть в стенах университета, стенах, которые пропитаны любовью к каждому студенту, который приходит и в университете становится действительно специалистом. Можно описывать десятилетиями, сколько труда вы вложили для того, чтобы университет находился на таком высочайшем уровне, с очень мощной дисциплиной, и вы продолжаете нести этот флаг знания, флаг образования. И вы знаете точно, что от того, насколько вы качественно будете обучать, качественно будете воспитывать молодежь, студентов, от этого зависит будущее нашей страны. В рамках встречи у студентов была возможность задать Мусе Хабалевичу интересующие их вопросы. Большинство интересовала роль молодежи в работе Всемирного Абхазо-Базинского конгресса. Отвечая на этот вопрос, Муса Экзеков отметил, что ВАК делает акцент именно на молодых людей и старается привлечь их к своей деятельности. Молодежные программы, молодежные проекты, спортивные, культурные, образовательные. Программ много. Я убежден, что мы будем обязательно вовлекать вас и учитывать ваши предложения в том числе. И для этого у нас есть портал, информационное пространство, где мы можем друг другу, в том числе, если вот живое общение не получается, например, вот по каким-то причинам, мы можем вот обмениваться, в том числе там, через портал. Некоторые вопросы касались проблемы развития родного языка, сохранения культурных ценностей. Был и вопрос об облике абхазских городов. Безусловно, этим нужно заниматься. Этим тоже можно прямо сегодня, сейчас написать первое обращение к правительству, к главному архитектору. И такая дисциплина есть в государстве. Работая каждый день, добиваясь успеха в каждом месте, мы будем завоевывать уважение и авторитет. И чем больше будет уважение и авторитет, тем больше нас будут слышать. Присутствовавший на встрече руководитель аппарата Всемирного Абхазо-Базинского конгресса Каантане также рассказал молодым людям о деятельности ВАК. При этом добавил, что большое внимание уделяется работе с региональными и местными советами. Структура конгресса делится следующим образом. Есть региональные советы, а это значит советы в странах. И далее эти региональные советы делятся на местные советы. Местные советы это в населенных пунктах и городах открываются. Каким образом? По сути, мы путем просто связи с нашими знакомыми собираем наиболее активных ребят, открываем местное отделение и там же на месте выслушиваем от них предложения, которые исходят от населения. То есть проводится некий соцопрос онлайн в городе. Вот возьму конкретные два примера. Это вот село Бедия и город Гудаутра. Буквально за 10 дней в Гудауте
было реализовано 3 проекта. Летом этого года делегация из Абхазии принимала участие в традиционном культурно-спортивном фестивале «Абаза» в Карачаево-Черкесии. Тогда организаторами мероприятия был объявлен конкурс на лучшую журналистскую работу по освещению фестиваля. И вот, неожиданно, в завершении встречи Муса Экзеков объявил, что лучшей была признана наша коллега Камила Кирвал. Сария Гварацхеля, Руслан Орлов, Абхазское телевидение.